صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله, о рабы Аллаха, весь этот месяц, это месяц бараки, благодати. Это месяц милости от Аллаха и месяц блага. И его дни, и его ночи. Но вот эти последние 10 ночей, в которые мы вступаем с вами завтра, иншаллаху та'аля, они отличаются от всех остальных ночей этого месяца. И у них есть великие особенности, и у них есть великие достоинства. Поэтому наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поэтому сахаба, сподвижники его, да будет доволен ими Аллах, они придавали огромное значение вот этим вот 10 ночам, усердствованию в поклонении в этих 10 ночах. Пророк, алейхиссалату вассалям, усердствовал в поклонении в эти ночи, так как не усердствовал в другое время. Поклонение его всегда было усердным, но в эти 10 ночей это было особое поклонение. Поэтому Аиша, ради Аллаху та'аля анха, она, жена посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Каана Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям яджтахиду фил ашри лавахир ма ла яджтахиду фи гайри». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, усердствовал в последние 10 ночей так, как не усердствовал в другое время. И говорит Аиша, как передает оба шейха Аль-Бухари и Муслим в своих сахихах: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. Пророк, алейхиссалату вассалям, когда наступали последние 10 ночей, потуже затягивал свой изар и оживлял свою ночь и будил свою семью. Первое, потуже затягивал свой изар. Что это значит? Это значит, что он проявлял особое усердие в служении Аллаху субхану ва та'аля. И еще это означает то, что он отдалялся от интимной близости со своими женами. Не потому, что это нельзя. Можно. Аллах разрешил во все ночи Рамадана приближение к женам. Но пророк, алейхиссалату вассалям, оставлял это. Почему? Потому что он наслаждался в эти ночи не какими-то плотскими утехами, а наслаждался общением с Аллахом субхану ва та'аля, взыванием к Нему, с дуа, с мольбой, с покаянием. В эти ночи ему было не до этого, потому что эти ночи он посвящал служению своему Создателю. Вот что такое затягивал потуже изар. Оставь эти мирские заботы, поглощенность ими на это время, устремись к поклонению к Аллаху субхану ва та'аля, когда дается этот шанс. Это раз. Второе, что сказано в хадисе: «Ахья лейлаху», он оживлял свою ночь. Что значит оживлял ночь? Это значит, что он не спал в эти ночи, проводя эти ночи в поклонении. Что такое сон? Сон — это брат смерти. Сон — это малая смерть. Пророк, алейхиссалату вассалям, оживлял эти ночи поклонением и душу свою. Душу свою оживлял поклонением, потому что поклонение Аллаху — это то, что оживляет душу, то, что оживляет тело, то, что оживляет жизнь, то, что оживляет время наше. Поэтому, если человек далек от имана, далек от служения Аллаху, то это мертвый человек. Ты не смотри, что его тело передвигается по земле. Ты не смотри, что он ест и пьет. Это мертвый. А истинная жизнь — это жизнь духа, это жизнь имана, служения Аллаху субхану ва та'аля. И третье, говорит Аиша, айказа лейлаху, он будил свою семью. То есть пророк, алейхиссалату вассалям, переживал о своих домочадцах. Беспокоился о них, чтобы они не упустили поклонение Аллаху. И в этом назидание, и в этом урок для нас с вами. У нас с вами есть дети, у нас есть жены, у нас есть домочадцы. Мы должны с вами переживать о них. А кто, если не мы? Мы должны контролировать их, как они поклоняются Аллаху. Что они в эти ночи делают? Проведут ли они в поклонении этот месяц и эти ночи? Потому что это амана, это доверенное тебе от Аллаха. Ты обязан переживать о своей семье, об их поклонении.
Из достоинств этих 10 ночей у раба Аллаха, что в этих ночах 10 лейлятуль кадр, в этих ночах лейлятуль кадр, ночь могущества или ночь предопределения, Аллах субхану ва тааля так поднял, возвысил эту ночь, что сделал ее лучше, чем 1000 месяцев. Аллах субхану ва тааля так поднял эту ночь, что именно в эту ночь Он низвел свое Писание, свое мудрое ниспослание, этот свет, этот Коран, он был ниспослан в лейлятуль кадр. Аллах субхану ва тааля говорит: «Инна анзальна фи лейлати мубарака, инна кунна мунзирин, фиха юфраху куллю амрин хаким». Мы низвели его Коран в ночь благословенную, мы увещеваем, в эту ночь определяется всякое мудрое повеление. И говорит Аллах субхану ва тааля: «Инна анзальнаху фи лейлатил кадр, ва ма адрака ма лейлатул кадр, лейлатул кадри хайрун мин альфи шахр». Мы низвели его в ночь кадра. Что даст тебе знать, что такое ночь кадра? Это ночь, которая лучше, чем 1000 месяцев, и исходят в эту ночь ангелы и дух с позволения его Господа, со всяким повелением. Саламун я хатта матраль фаджр. Она есть мир до восхода зари. Вот эта ночь, это ее достоинство. Посмотрите, одна ночь всего. Одна ночь. Она лучше, чем 1000 месяцев. 1000 месяцев что это? 1000 месяцев, те месяцы, в которых нет лейлатуль кадр. 1000 месяцев это 30 000 ночей. 30 000 ночей. Одна ночь лучше, чем 30 000 ночей. Это больше, чем 83 года. Представьте, 83 года, это же длинная жизнь. Человек, который проведет 83 года в служении Аллаху субхану ва тааля, а теперь сказано, что это лучше, чем все эти 83 года. Так не упустите же этот шанс. И сказано, что в эту ночь не сходят ангелы, потому что ангелы, они всегда не сходят когда? Когда не сходит барака, рахма, благодать, милость от Аллаха. Вот тогда приходят ангелы. Когда читают Коран, не сходят ангелы. Когда люди сидят, учат религию, поминают Аллаха, не сходят ангелы. Сказано, что эта ночь салам, мир до наступления утренней зари. То есть нет в этой ночи зла никакого. Одно благо, один хайр в эту ночь. В эту ночь сказано, определяется каждое мудрое повеление. Что это значит? Это значит, о рабы Аллаха, что предопределяется на год. Судьба человека записывается на год в эту ночь. Из хранимой скрижали переносится то, что записано в Лёхуль Махфуз, в Небесном Писании, переносится это в свитки ангелов, утверждается судьба, предопределение на год. Общее предопределение записано в Лёхуль Махфуз, в хранимой скрижали, и оно было записано за 50 000 лет до создания небес и земли. А в эту ночь лейлатуль кадр на год. До следующей лейлатуль кадр предопределяется тебе. То, что будет, и то, что ты будешь совершать, и будешь ты жить, или не будешь ты жить. Поэтому эту ночь нужно провести достойно, и из достоинств ее, что если ты ее проведешь вот так вот, с верой и надеждой на награду Аллаха, как сказано в хадисе, то тогда тебе будут прощены все твои грехи. Аллаху Акбар. Такая милость. Когда лейлатуль кадр? Когда лейлатуль кадр? Точно мы можем сказать. Вне всяких сомнений. Лейлатуль кадр в Рамадан. Почему? Потому что Аллах субхану ва тааля говорит: «Шару Рамадан, аллади унзила фихи Кур'ан». Месяц Рамадан, в который был ниспослан Коран. Значит, Коран был ниспослан в Рамадан. И про лейлатуль кадр сказано, что в лейлатуль кадр инна анзальнаху, и лейлатуль кадр мы ниспослали его в лейлатуль кадр. Значит, лейлатуль кадр в Рамадан. Когда в Рамадан? Пророк алейхиссалату вассалам указал нам, что в последних 10 ночах. Вот этих 10 ночах, и поэтому он сказал: «Тахаррав лейлатуль кадр фи ашри лавахир мин Рамадан». Ищите лейлатуль кадр в 10 последних ночах Рамадана. Более вероятно, что это одна из нечетных ночей, как сказано в хадисе. Но не обязательно, что это нечетная ночь. Это может быть и четная ночь. Более вероятно, что нечетная ночь. Почему Аллах субхану ва тааля скрыл от нас, когда лейлатуль кадр? Почему не указал нам точно, это 27-я и все? Или это 23-я и не иначе? Да для того, чтобы испытать нас. Чтобы мы усердствовали не только в одну ночь, а усердствовали на протяжении всех 10 ночей. Этим самым Аллах отделяет настоящего, усердного, верующего, который стремится к поклонению, от лентяя. Если бы люди знали, когда точно лейлатуль кадр, что бы они делали? Основная часть из них, поверьте,
не поклонялись бы на протяжении Рамадана и 10 ночей, а именно только в эту ночь бы совершали бы поклонение и все. Поэтому это испытание от Аллаха, и это вот такая вот мудрость от Всевышнего. Поэтому, рабы Аллаха, мы должны с вами стремиться в эту ночь приложить все усилия, чтобы получить плоды и благо этой ночи. Лишенный человек по-настоящему, тот, кто лишился хайра, блага этой ночи. Представьте, Аллах дал тебе это время, ты дожил. Пришло время, когда ты можешь получить прощение грехов, а ты вот так вот прошло это время, а ты так и остался с этим грузом прегрешений. Счастлив человек, который к этой двери побежал. Несчастный человек, который от этой двери отвернулся, продолжил свои прегрешения, продолжил пребывать в мечтаниях каких-то бесполезном времяпрепровождении. Это несчастный человек, это лишенный. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, он и сказал в хадисе: «Инна хаза шахр кад хадаракум». Пришел к вам этот месяц. «Фии лейлатун хайру мин альфи шахр». В этом месяце есть ночь, которая лучше, чем 1000 месяцев. «Ман хуримаха факад хуриман хайра кулля». Кто лишился этой ночи, тот лишился всего блага. Аллаху акбар. «Валя юхраму хайра илля махрум». И лишается ее блага только лишенный. О, рабы Аллаха, давайте в эту ночь, во-первых, побольше делать дуа к Аллаху субхану ва тааля. Просите о ваших нуждах, касающихся этого мира и вечного мира. И выбирайте из дуа самые лучшие. А самые лучшие дуа и самые полные — это дуа, который научил нас пророк, алейхиссалату вассалям. Поэтому Айша, ради Аллаху тааля, она и спросила пророка, алейхиссалату вассалям: если я вот так застану ночь аль-Кадр, какой мне дуа произносить, как молить Аллах субхану ва тааля? Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал ей: «Такулина Аллахума иннака афуун тухиббуль афва, фа'фу анни». Говори, Айша: «О Аллах, иннака афу, поистине ты прощающий, милующий. Тухиббуль афва, любишь прощать, миловать. Фа'фу анни, прости меня, помилуй меня». Аллаху акбар, великая дуа, с очень глубоким смыслом и очень подходит к Лейлятуль Кадр. Именно почему? Да потому что мы сказали, в эту ночь, Лейлятуль Кадр, судьба твоя определяется на год, до следующей Лейлятуль Кадр. И если ты получишь прощение от Аллаха, если ты получишь от Него помилование, что тебе надо еще? Аль-Афия, помилование, избавление от всех бед и несчастий. В этом мире помилование и избавление, благополучия. И в вечном мире ничто не сравнится с благополучием. Так проси же в эту ночь у Аллаха субхану ва тааля благополучие. И береги в эти ночи, в эти последние 10 ночей свой обязательный намаз, фард. Потому что многие люди заняты, маша Аллах, постом, заняты чтением Корана. Обязательный намаз, фард. Упущения допускаются в нем. Человек начинает относиться к нему уже не так ревностно. Это проблема. Обрати внимание на свой фард, намаз в первую очередь. Затем обрати внимание на свои ночные намазы. Это время для таравиха, время для тахаджуда. Побольше совершай таравих и усердно. Береги свой пост. Не проводи его в болтовне, в пустых посиделках или в сплетнях, или в злословии. Побольше делай благих поступков. Побольше трать на пути Аллаха субхану ва тааля закат и садака. Сейчас это время особое. Отдаляйся от всех прегрешений, от всего, что может гневить Аллаха субхану ва тааля. И сейчас сожалей. Сейчас время сожаления о твоих грехах и покаяния, возвращения к Аллаху субхану ва тааля, твоему Господу. И читай побольше книгу Аллаха субхану ва тааля, это месяц Корана, и побольше поминай Всевышнего Аллаха. И мы просим Аллаха субхану ва тааля, чтобы он нам позволил провести Лейлятуль Кадр, эти ночи, в которых Лейлятуль Кадр, в поклонении Ему с верой и надеждой на Его награду. Мы просим, чтобы Аллах субхану ва тааля позволил нам эти 10 ночей превратить в ночи служения Ему, чтобы закончили мы этот наш месяц. Позволил нам Аллах и помог закончить его праведными деяниями, чтобы показать себя Аллаху субхану ва тааля благими. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.